субботу гости. Прошлая их вечеринка сорвалась из-за локдауна, поэтому в эту субботу ждем реванш. Громкий, веселый, пьяный. Наш рецепт вечеринок, танцы, блески, красивые гости. Готовы сделать эту пятницу незабываемой? Ловите лайнап. Это лишь некоторые анонсы вечеринок в казанских барах. Танцы, гости, алкоголь и ни слова о масках, дистанции и безопасности. В то время как ночным клубам в республике работать запрещено, развлекательные заведения, по словам студентов, устраивают тусовки. Пьют, веселятся, отдыхают. Без масок? Без масок, конечно. Было бы глупо с масками там танцевать. Я как вижу у друзей, что они выкладывают в соцсетях, обстановка, что народу мало. Девчонки туда ходят, мои подружки. И как там дистанция, маски есть или нет? Масок нет и дистанции, кажется, тоже. И это во время ежедневных рекордов по количеству заболевших в стране. Роспотребнадзор республики просит жителей сообщать о работе ночных клубов. Если у кого-то из граждан, либо у представителей средств массовой информации есть информация о том, что данные заведения где-то работают, значит, пожалуйста, данную информацию можно направить официально в органы полиции или нам, мы перенаправим коллегам. Тем временем прирост новых случаев коронавируса в республике набирает обороты. Если еще пару недель назад он был на уровне 0,3%, то сегодня это уже 0,5%. И по словам эпидемиологов, прирост ожидаемый, и он продолжится. А потому некоторые работодатели уже начали предпринимать меры. Например, у Азата Аширова своя футбольная академия. По его словам, занятия осенью начали проходить под более жестким контролем. Не более одного человека на 4 квадратных метра. У нас не пускают родителей наших воспитанников внутрь, то есть чтобы не было большого скопления людей, поменьше контактировали они друг с другом. В раздевалке уже не пускают, соответственно, их обязательно ношение масок. Сейчас жестче начали это контролировать или нет? Да. А в компании, в которой работает Радик Зайдуллин, удаленный режим. Правда, по возможности меньше контактов, больше шансов не подхватить ковид. Порой работа может немного даже занимать частное время, уже переходит в личную жизнь. Но в этих условиях это допустимо, я так понимаю. Ну, конечно. Тут из двух зол выбираем меньшее. Пандемия вынуждает выбирать. Так, Минздрав сегодня сообщил о том, что госпиталь для ветеранов в Набережных Челнах возвращается к приему ковидных пациентов. Готово 100 коек. Мы не скрываем здесь, и вроде мы не были ни разу увлечены в том, что мы потом пытаемся какую-то информацию скрыть. Как только госпиталя открываются, мы вас здесь обязательно информируем. Несмотря на рост количества заболевших, Роспотребнадзор республики отмечает, что на сегодня прогнозов на введение жестких мер нет, но все будет зависеть от сознательности населения. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.